В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Росгеологии и Селигдар создали совместное предприятие для проведения геологоразведочных работ на рудное золото. Речь идет о Чулковской площади в Алданском районе Якутии. Подписание соглашения состоялось при участии Национального агентства прямых инвестиций. По условиям договора Селигдар получает долю в 65% в дочерней компании Росгеологии, владеющей лицензией на Чулковскую площадь. Селигдар будет осуществлять операционное управление совместным предприятием, а также профинансирует проведение геологоразведочных работ на Чулковской площади в объеме, необходимом для оценки запасов. Росгеология проведет весь комплекс геологоразведочных работ на лицензионном участке, а после постановки запасов на баланс будет осуществлять геологическое сопровождение разработки месторождения. В рамках других направлений сотрудничества Росгеология выполнит работы на объектах Селигдара по договорам подряда, в том числе проведет геологоразведочные работы на месторождении Киреестях в Алданском районе Якутии и оценочные работы на участке недр Семеновской площади в Алтайском крае. Выручка компании «Алроса» от реализации алмазно-бриллиантовой продукции в январе-феврале текущего года выросла на 6,7% и составила $802 миллиона. Основной объем денежных средств традиционно пришелся на продажи алмазов и шлиф-порошков. Реализация бриллиантовой продукции сохранила тенденцию к росту. Компания получила $21 миллион, что на 11% превышает показатели 2020 года. Данные результаты вызваны восстановлением спроса на основных рынках сбыта, которое началось в 2021 году. В частности, компании гранильного сектора пополняют запасы ювелирной продукции в периоды доступности сырья на рынке. В настоящее время баланс спроса и предложения находится на уровне достаточно комфортном как для поставщиков, так и для потребителей алмазного сырья. Выручка компании «Мечел» в прошлом году составила $265,5 миллиардов, что на 8% меньше показателей 2019 года. Из общего объема 15% относится к доходу по добывающему сегменту. Как следует из отчета компании, снижение консолидированного финансового показателя вызвано преимущественно сокращением выручки горнодобывающего дивизиона. Основной причиной является значительное ослабление цен на угольную продукцию по сравнению с 2019 годом. Данный фактор также оказал негативное влияние на EBITDA. Так, показатель по добывающему дивизиону снизился на 34% и составил порядка $26 миллиардов. Консолидированный EBITDA снизился на 23% до $41 миллиарда. Финансовые расходы компании в прошлом году снизились на $8 миллиардов 800 миллионов. Сокращение произошло за счет погашения части кредитов «Газпромбанка» и ВТБ благодаря продаже компании Эльгинского угольного комплекса и снижения ключевой ставки Банка России. Несмотря на снижение выручки, компания «Мечел» в 2020 году увеличила объемы угледобычи на 10% до почти 16 миллионов тонн. Рост вызван увеличением объемов вскрышных работ и реализацией программы модернизации и расширения горно-транспортного оборудования. Продажи антрацитов выросли на 68%. Значительное увеличение вызвано ростом добычи на разрезе Красногорский. Кроме того, в прошлом году «Мечел» на 54% увеличил поставки в европейские страны и почти в 3 раза в Азию, в частности, на премиальные рынки Южной Кореи и Японии. Поставки энергетических углей выросли на 26% благодаря росту производства в Якутугле и вовлечению в реализацию существующих складских запасов. Отгрузки кокса в общей сложности выросли на 4%, а основной объем был направлен в страны СНГ и на азиатские рынки. Совет директоров ЯТЭК на очередном годовом собрании принял решение впервые за 5 лет выплатить дивиденды по итогам деятельности в 2020 году. Сумма выплат составит $500 миллионов. Перечисления акционерам ведутся согласно принятой в декабре 2020 года стратегии развития организаций до 2025 года. Так, с 2021 года решено направлять на выплату дивидендного дохода не менее 30% от чистой прибыли. В компании сообщили, что в дальнейшем все мероприятия будут направлены на увеличение капитализации компании и рост акционерной стоимости для всех акционеров. Следует отметить, что за год рыночная капитализация ЯТЭК увеличилась почти в 5 раз до 103 миллиардов рублей. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.